Студенческие отряды – это реальная сила и авангард современной молодежи, который придет на смену нынешним руководителям и продолжит развитие страны. Такое заявление губернатор сделал уже на слете добровольцев. Он предложил объединить участников движения под эгидой главы. В целом мероприятие, несмотря на официальную часть, больше напоминало встречу старых приятелей. Александра Маркина все увидела своими глазами. Студент УГТУ Артем Совгуть впервые на слете студотрядов. В рамках бойцов он всего полгода. Парень с нуля создал собственное энергетическое движение «Мегавольт». Пока в команде 10 человек. Через социальные сети будущие энергетики ищут единомышленников. Критерии серьезные: соответствующее образование, надежность и, самое главное, целеустремленность. За 6 месяцев мегавольтовцы уже успели поработать на крупных объектах. Я вступил в отряды, так меня привлекла перспектива возможного трудоустройства в хорошую фирму, также развиваться, создавать свой коллектив. Там можно получить трудовую практику и в дальнейшем трудоустроиться в компанию, в которой ты проходил практику. Как говорится в советской поговорке, сначала в студотряды идут за зарплатами, потом за товарищеским духом. Спустя несколько десятков лет ничего не изменилось. Студентов по-прежнему манят и хорошие денежные поощрения, и своя особая атмосфера. Самое популярное в стране направление сегодня – педагогическое, но в Коми молодежный десант несет вахту в основном в строительстве и сельском хозяйстве. Все чаще выбирают и так называемые сервисные отряды. Они обслуживают мероприятия международного уровня. Олимпиада в Сочи, саммит АТЭС во Владивостоке. На них работали сотни наших волонтеров. Отметим, что студотряды республики возродились всего пару лет назад. Тем не менее, они уже пользуются авторитетом. В этом году Центральный штаб впервые проводил рейтинг региональных штабов. В этом рейтинге у нас 250 тысяч бойцов в стране, из них 630 в республике Коми. Значит, в этом общероссийском рейтинге мы заняли 20-е место. Может быть, не такое большое, но при этом мы по этому рейтингу являемся лучшим региональным отделением Северо-Западного федерального округа. Выше Питера, выше Калининграда, выше Архангельска. Сыктывкар студенческий слет принял впервые. Посвятили его окончанию очередного трудового семестра и юбилею Победы в Великой Отечественной. Торжественную церемонию открыли гимнами России и Коми. Сергей Гапликов выступил с инициативой создать координационный совет студотрядов при главе Коми, который объединит участников движения. В остальном руководитель региона в общении с молодежью постарался максимально уйти от официоза. Я вообще не хочу говорить банальные и такие, знаете, что называется, протокольные вещи. Хотя, понятно, готовился, могу даже показать, вот, листочек есть. Честно, если кто не верит, видите. Но не хочу, правда. Студотряд — это здорово, это важно, это патриотично. Я думаю, вы без меня это все знаете. Если бы вы этого не знали, вас бы здесь не было в этом зале. Если бы вы не ощущали близость сердец, те, которые находятся рядом с нами, ребят, друзей, студентов. А ведь как здорово, да, в такое время влюбиться. Это же вообще потрясающе. Фантастика, романтика. Возьмешь так это арматурки на плечо, идешь, а в глазах одна романтика. Студенческий отряд – это не отголосок советского прошлого. Сегодня это самое крупное неполитическое молодежное объединение страны, говорят волонтеры. И участники этого самого объединения целенаправленно заняты делом. В следующем году у студентов появится еще один праздник. Указ подписал Владимир Путин. 17 февраля 2016 года Россия впервые отметит День студенческих отрядов. Александра Маркина, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.